изнасиловал он ее. Он с ней сожительствовал, с этой девочкой, которой не было от 9 до 12 лет. Я не знаю, сколько этой Кате лет. Мама то ли боялась, потому что он, когда приехал сюда со своей женой, значит, они были зарегистрированы, он ее жестко бил. Он не просто ее бил, он ее жестко и жестоко бил он ее. Поэтому она убегала вообще из дома, убегала в слезах, в таких слезах, и там вообще ужас был. Она с ним разошлась. А потом с ним жила вторая, вот она брата младшего туда привезла, вот его насиловали, с него стаскивали двоих мужиков, с этого мальчика. Почему все молчали? Да потому что все, она же, вот эта женщина, которая с ним жила, она не стала заявление писать, понимаете? И этого мальчика тоже гнобили в школе, и его отправили в Москву, в детский дом отдали. Здесь преступление, не надо заявление писать. Вы понимаете, как мне министр МВД сказал? Он говорит, вот мы сколько вызывали с этого участкового, сколько мы вызывали с 4-го ГОМа, никто не приезжал. Если и приезжали, то вот так посмеялись и уезжали. Мы своими силами вот это с 4-й квартиры разогнали, то есть собрали мужчин, собрали ребят и выгнали, разогнали. Они перешли в этот первый подъезд, перешли. Это одно, но, как мне министр сказал, ну придет участковый, ну и что он сделает? А если у нас, ну хорошо, говорит, они там пьют, а что, пить нельзя? Ну я понимаю, ну можно же проверить хотя бы документы. Как таксисты мне сказали, что они в этот первый подъезд постоянно возили уголовников, которые играли в карты. Понимаете, они туда постоянно их возили, это таксисты знают. А если у нас министр МВД вот так говорит, ну и что? Ну и что, я-то, если бы я пил, и что, говорить нельзя? Если у нас министр МВД так думает, тогда опера наши как должны думать-то? С полицией же сказал мужчина. Я за своими детьми смотрю, надо все смотреть. Вот так же он выразился, вот когда мы к нему домой ходили. Поэтому я вам говорю, если у нас министр МВД так рассуждает, а что делать тогда операм? Как опера-то будут на это реагировать? Вот так они и реагировали. Вообще, насколько я знаю, там вот вытащили распечатку, там на целых 2 листах мелким почерком сколько раз туда полиция выезжала. Там вызовы постоянные. Там вызовы постоянные были, но там, когда выезжали, покажите мне, там очень редко они выезжали. Мне вчера сказали, что там буквально вот на 2 листах вот так вот сколько выездов туда постоянно. Вот видите, а выезжали ли они? И что они делали? Если бы они выезжали и что-то делали, вот этого бы там, вот этого бы гнезда, вот этого осиного, там бы не было бы в первом подъезде. Уже такого не было. Да, такого бы не было. И мы бы, когда у нас был, я не помню, участковый был, как фамилия его, я не помню. Ира, помнишь участковый? Нет. На О заканчивается. Вот тот был у нас. Был, тогда он работал, да, он 2 раза в неделю приходил, и придет, разгонит, они расходятся. Была тишина, была красота. После этого полностью год мы не видели ни разу участкового. Ни разу. Его поменяли, правильно. Теперь вообще, кто туда пойдет? Вот в это осиное гнездо, вот тем более еще девушка, она разве пойдет туда? Она никогда не пойдет туда и ни за что. Зачем девушек ставят на участок? И тем более, если такие участки у нас, пускай действительно по 2, по 3 человека ставят туда, если боятся. По 2, по 3 человека. И в такие места пускай едут, значит, с группой, я не знаю, с нарядом, да. Вот и все, что я могу сказать. Больше я говорю, что на это шоу я не поеду. Без фактов, без доказательств. Я туда, пусть говорят, не поеду. Может, какое-то обращение вы хотите сказать гражданам? Чтобы во-первых, отменили мораторий для насильников и для педофилов. И чтобы УДО для них вообще не существовало. Мы вот этого добиваемся. Мы больше ничего не добиваемся для них, чтобы не распространялось УДО. Чтобы они на полдороги не возвращались сюда домой. И чтобы мы не боялись своих детей выпускать на улицу. Чтобы люди знали этих насильников. Да, и люди должны знать таких, в лицо знать. Если, как говорится, в США они их куда-то в другое место отправляют, они ходят. Тогда, есть страны, где таблички вот прям вывешивают, они обязаны повесить таблички, что здесь живет. Либо пускай их вообще выселяют куда-то на остров, пусть они там живут, пусть они там друг друга насилуют. Ради Бога, им это в удовольствие только будет. А городить их там
такой вот, да, железной проволокой, чтобы они вообще оттуда не выходили. Работу участковых проконтролировать. Но это уже они будут, потому что это уже взято на заметку, работа участковых будет проверена уже. Ну, а потом забудется, в первое время походят. Участковых очень большой некомплект, никто не хочет работать. Правильно, потому что у нас процветает это все. А почему процветает? Потому что они жесткую порнуху могут спокойно посмотреть в интернете. У нас это сейчас доступно. Поэтому это все спокойно. Каждый ребенок может залезть и посмотреть все, что угодно. У нас это все доступно. Где такое было у нас в советское время? Не было такого. И если даже вот они там целуются, это детям до 16. Мы знать не знали, что это такое. Индийские фильмы ходили, смотрели, плакали. А не вот это вот порнуху жесткую, где там с собаками, с детьми и все что угодно это делается. Это можно спокойно посмотреть, залезть и смотреть. Да, тем более в кино показывают. У нас по программам даже вот это вот показывают. А это же и дети смотрят. Есть родители, которые уходят на сутки, то есть и дети предоставлены сами себе и делают все, что угодно, смотрят все, что хотят. Особенно после РЕН-ТВ, там вообще порнуху показывают. Это вообще вот зачем? Зачем? Даже вот эти Симпсоны. Нет, да, даже дело не в порно. А мультик Симпсоны действительно, это же вообще ужас. Это что за мультики такие стали показывать? Жестокий убийца. Прямо рассказывает от и до, как он там это все организовал, что он делал, что потом делали, чтобы его задержали. Это же пособие для маньяков. Все показывают, по телевизору все показывают.